участковые комиссии должны быть сформированы из представителей разных, туда должны отправить людей разные организации. Там партии, общественные организации, избиратели, трудовые коллективы. Но когда комиссия сформирована, чудесным образом оказывается, что в нее входят только представители одного трудового коллектива. Школы, больницы, предприятия. И отвечает за лояльность, как правило, руководитель. И факты, теперь о фактах. Эти факты многократно фиксируются наблюдателями БДИПЧ, это Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ. Они постоянно это фиксируют. Постоянно мы видим фотографии в интернете этих тел, загораживающих от наблюдателей стол. Постоянно мы слышим, недавно опять услышали от председателя ЦИК госпожи Ермошиной, что наблюдатели опять не пустят смотреть за подсчетом голосов. Знаете, были случаи, когда еще иностранные наблюдатели пытались посмотреть, что делается на этом волшебном столе. Они не верили нам, они говорят, как же так, 80%, ну 60-то есть, что-то добрасывают. А вы посмотрите, вот они попытались, и когда там депутатов европейских парламентов выносили милиционеры на руках, там же как говорят, отойти на 10 метров, не вставать, не подходить, и милиция. Это наблюдение. А в комиссиях я уже сказал, кто. Я много раз слышал эти исповеди, когда они с похмелья приходят и начинают лить слезы. Почему он согласился? Потому что у него там работа, маленький ребенок, боялся подвести начальника, его уволят. Вот. Но это уже юридический факт. Наш парламент, так называемый, не признан, законно избран, так же, как и так называемый президент. Это документальные юридические основания для этого есть. Не говоря о том, что наши наблюдатели это фиксируют многократно.